Когда жестокость не знает границ. Мужчина привязал к машине племянника и протащил его несколько метров. Кто защитит? Мать в России, отца нет. Два митинга, цель одна. Антиурановые акции кыргызстанцы намерены продолжить, пока не будет введен вечный мораторий. От ножей до самогонных аппаратов или кому на зоне жить хорошо. Сотрудники ГСИН провели обыск в исправительной колонии №1. Он был актером высокого мастерства. Страна простилась с народным артистом Кыргызской ССР Сатыбалды Далбаевым. Эти и другие новости сегодня в эфире. Здравствуйте, в студии Айджан Казакбаева И Александр Крупнов. Добрый вечер. Жуткий случай произошел в Бишкеке. В одном из жилмассивов родной дядя, которому 32 года, привязал к своей машине 9-летнего племянника и волок по земле несколько метров. Таким образом, он пытался отучить ребенка якобы красть деньги, в чем его подозревали ближайшие родственники. Как оказалось, до этого бабушка потеряла крупную сумму. Но он ли взял, доказано не было. Горе-воспитателя остановили соседи. Они же и вызвали милицию. Ребенок был осмотрен и доставлен в детскую клиническую больницу. Сейчас его состояние удовлетворительное, врачи готовят ребенка к выписке. Однако мать мальчика находится на заработках в России. Куда он теперь пойдет? Вопрос остается открытым. За 3 дня, пока ребенок находился в больнице, по словам врачей, никто из родственников ни разу так и не навестил его. К своей машине 9-летнего племянника родной дядя привязал здесь. Какое-то время мальчик бежал вслед, потом упал. Между тем его дядя продолжил тащить его уже по земле. Как долго родственник собирался проводить подобную экзекуцию, неизвестно. Его остановили прибежавшие на крики ребенка соседи. Они же вызвали милиционеров. Я рано утром вышел в огород, услышал детские крики. Смотрю, привязанного ребенка на БМВ тащат. Вдвоем соседи мы закричали и остановили машину. Милицию вызвали. Его руки были связаны крест-накрест, как в кино. И так тащили несколько метров. Как он упал, его прямо по земле волокли. Тот, кто это сделал, сказал, что тащил его к тому магазину, чтобы кому-то показать. Сказал, что так ребенка хотел напугать. Говорил еще, что он деньги украл. Но он же маленький еще совсем. Что он может понимать? Вместе с бабушкой и дядей по материнской линии мальчик проживает вот в этом доме жилмассива Алтын-Казык. Его мать сейчас находится на заработках в России. Бабушке она оставила ребенка с начала этого учебного года, а отца у ребенка нет. По словам бабушки, перед инцидентом у нее пропала крупная сумма денег – 11 тысяч сомов. Одновременно с этим в карманах и рюкзаке школьника якобы начали находить мелкие купюры по 100 и 200 сомов. Протащить привязанным к своей машине мальчика дядя решил в воспитательных целях. Бабушка факт наказания своим сыном своего же внука категорически отрицает. Однако тут же добавляет, что здесь нет ничего такого и что она не видела, что было после того, как мальчик убежал, а ее сын якобы ушел на работу. Я хотела попугать его, решила, что он украл деньги и прикрикнула на него. А он стал убегать и вон там споткнулся и упал. Ничего такого не было, никто его на машине не тащил. А люди всякое могут говорить. По словам бабушки, она связалась с матерью ребенка и та обещала приехать. Но когда именно это произойдет, сказать не смогла. Примечательно, что в больницу, по словам врачей, ребенка привезли не родственники, а милиционеры и социальные работники. Факт насилия над ребенком они подтверждали. Однако сам мальчик на все расспросы врачей отвечает, что упал сам. Между тем, за 3 дня, пока ребенок лежит в отделении нейрохирургии детской клинической больницы, родственники ни разу его не навестили. Поступил 27-го 13:00 диагнозом сотрясения головного мозга, множественные ссадины и ушибы туловищ, конечностей. При поступлении состояние было средней тяжести. В данный момент состояние улучшилось, состояние удовлетворительное. Думаем, через пару дней можно выписать домой. Даже при сильном падении получить повреждения одновременно с разных сторон тела вряд ли возможно, говорят медики. И добавляют, если ссадины и ушибы оставят еле заметные следы, последствия психологической травмы могут растянуться на долгие годы. Любой стресс, какой бы оно ни было, если она хоть чуть-чуть угрожает жизни человека, это имеет большое значение. В данном случае это не окрепший организм, дитё, нервная система очень тонко реагирует на все, что происходит. А какова будет теперь его реакция на эту травму, мы сейчас предположить не можем. Может быть, завтра гипертония, может быть, это язва, может, это заикание, мочеиспускание. Мы не можем предположить. Все будет зависеть
индивидуальные особенности ребенка, ее нервной системы. По факту применения насилия по отношению к несовершеннолетнему было возбуждено уголовное дело. 33-летний дядя мальчика был задержан милиционерами. Согласно статье 98 Уголовного процессуального кодекса Кыргызской Республики, БС был задержан и водворен в ВВС КУВД города Бишкек. Назначены все необходимые судебно-медицинские экспертизы. В настоящее время проводятся следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств данного преступления. Данный факт зарегистрирован в РПП и было назначено досудебное производство по статье 266 «Хулиганство» Уголовного кодекса Кыргызской Республики. Однако спустя 2 дня после задержания решением Первомайского районного суда столицы подозреваемый был отпущен домой под подписку о невыезде. Болт Исаев, Ирлан Камильбеков, НТС. По подозрению в вымогательстве взятки задержан начальник отдела Бишкек-главархитектуры. Как сообщает АКС ГКНБ, чиновник 73-го года рождения был задержан с поличным при получении $1500. Установлено, что ранее он выявил отсутствие разрешительных документов на земельных участках построек у заявителя и его соседей в жилмассиве Арчабищик. Под угрозой сноса он систематически вымогал $10 000, из которых 2000 уже получил в конце прошлого года, сообщили в ГКНБ. По данному факту материалы досудебного производства зарегистрированы в едином реестре. Задержанный водворен в ВВС СИЗО ГКНБ. Ведется следствие. Митинги разные, но цель одна. В Бишкеке сегодня прошли сразу 2 акции протеста против добычи урана. Одну из них организовали жители Сыкульской области, другую – партия «Зеленых». Участники обеих акций заявили, что настаивают на полном прекращении добычи радиоактивных элементов в стране. Мораторий должен быть введен не на 50-70 лет, а на века, считают митингующие. А те, кто когда-то разрешил вести работы по добыче в стране урана, должны быть привлечены к ответственности. Пока требования не будут выполнены, противники добычи радиоактивного металла обещают митинги продолжать. Несмотря на сильный дождь, на митинг против добычи урана собрались десятки жителей Балыкчина, Рына и Таласа и других регионов республики. Акцию протеста решили провести в сквере имени Горького. Провести митинг на площади не разрешила мэрия. Кто-то приехал в столицу вчера, кто-то пришел на митинг сразу с вокзала. Участники акции накануне уже провели пикет в Исыкульской области. Хотели даже устроить пеший марш до Бишкека, но им запретили правоохранительные органы. Поэтому в столицу добирались на автобусах. Именно эта причина, по словам организаторов, не дала собрать в Бишкеке тысячный митинг. Вчера мы собрали в Балыкчи митинг на 2000 человек. Хотели пойти в Бишкек, но нам запретили. Поэтому были вынуждены ехать сюда транспортом. Из-за этого многие из тех, кто хотел принять участие в акции, не смогли присоединиться. Нас никто не организовывает. Мы сами собрались, потому что считаем недопустимым добычу урана. Деньги тратили из своих карманов на дорогу, на еду. Поэтому так мало удалось собрать. За свой счет приехали и жители других регионов. Люди говорят, что прибыли сюда высказать свое отношение к добыче урана в стране. Митингующие поддерживают идею моратория на добычу радиоактивных веществ. Однако считают, что нельзя ограничивать запрет только на 50-70 лет. Мораторий должен быть постоянным. Мы требуем, чтобы мораторий был на века. Уран очень опасен, и мы не должны добывать его в Кыргызстане. Мы требуем, чтобы запрет на добычу урана был введен по всей стране, не только на Иссыкуле. Многие политические силы пытались нас пригласить к себе, чтобы вместе выступать. Но не нужно вмешивать сюда политику. Мы просто хотим запрета на добычу урана. Мы требуем, чтобы был принят закон, который введет мораторий на эти добычи в стране. Мы вот все, которые мирный митинг собрались, простой народ, чтобы государство услышал наши слова, что прекратил этот дурацкий почти вот это не бесчеловечество, а это правительство куда смотрит? Пока в сквере Горького выступали жители областей, на площади Алато свой митинг проводила партия «Зеленых». Им, к слову, тоже запретили акции протеста в этом месте. Но экологические активисты решили проигнорировать решение муниципалитета. По словам организаторов, районные и городской суды своим вердиктом нарушили их конституционное право. Поэтому уходить с площади они отказались. Митинги имеют это уведомительный характер, вы знаете. Ну, раз они предъявили, что здесь будут танцевать Министерство культуры, здесь будет мероприятие. Ну, вы видите, никаких мероприятий сегодня нет. Поэтому мы вышли очень свободно за запрет добычи и разработки урана и привлечь ответственность к уголовной ответственности, привлечь тех, кто правит народ Кыргызстана. Мы почему стали проводить митинг? Потому что было многочисленное обращение граждан Кыргызстана,
вы зеленый и так далее. И мы создали движение зеленых Кыргызстанов, куда и вошла и партия зеленых. И мы поддерживаем все эти мероприятия. Будем проводить дальше. Экологические активисты обещают, что будут проводить акции протеста до тех пор, пока правительство не откажется от идеи добычи урана по всей стране. А Джигур Кукинеш не закрепит это законодательно. Идею митингов уже поддержали правозащитники и представители других политических партий. Игорь Потанин, Диас Акимбаев, НТС. Специальные средства в отношении участников мирных собраний и митингов применяться не будут, сообщают в правительстве. Ранее, отметим, стало известно, что Кабмин одобрил перечень спецсредств, которые можно применять для подавления массовых беспорядков. В списке значатся резиновые дубинки, пули, костюмы противоударной защиты, помповые ружья и прозрачные щиты. В Кабмине пояснили, что порядок применения спецсредств устанавливается не правительством, а нормативными документами силовых структур. Между тем, по информации Госкомитета промышленности и недропользования, из 2 десятков лицензий, выданных на геологоразведку урана, больше половины действующие. Компании, обладающие разрешением на разведку урана, могут вести работы не только в Иссык-Кульской, но и в Чуйской, Ошской и Джалабадской областях. Некоторые из дюжины действующих лицензий продлены вплоть до 2024 года. 2 из них владеет ОСО «Mineral Explorer». Другой компании «Карасайкен» принадлежат 4 лицензии, связанные с поиском золота, меди, ртути, сурьмы и урана, действующие до конца следующего года. Всего же по урану, по данным того же «Газпромэнерго», более 5 ОСО и ЗАО имеют на сегодня лицензии на разведывательные работы в разных областях республики. Многие из них, как сообщается, были выданы либо продлены при бывшем руководителе Госкомитета промышленности Душенбеке Зилалиеве. Президент принял участников заседания министров обороны государств-членов ОДКБ. Сооронбай Джейнбеков поздравил их с наступающим Днем Победы и отметил, что и сегодня главной задачей ОДКБ является защита территорий от любой внешней агрессии и международного терроризма. Президент обратил внимание на то, что происходящие глобальные изменения в мире, растущий уровень угроз в зоне ответственности организации требуют более высокого уровня взаимодействия. Весьма важна проводимая работа по совершенствованию инструментов и механизмов организации. Главной задачей ОДКБ является защита наших территорий от любой внешней агрессии и международного терроризма. Кыргызская республика в рамках председательства последовательно продвигает свои приоритеты. Уважаемые товарищи генералы, происходящие глобальные изменения в мире, растущий уровень угроз в зоне ответственности организации требует более высокого уровня взаимодействия. Исключительно важно, вы отметили то, что мы помним ту нашу родину, которая была много лет. Нас это во многом связывает. Но сейчас мы живем в своих государствах и, естественно, развиваем свои государства, развиваем свои вооруженные силы. И знаменательно то, что Организация договора о коллективной безопасности является таким военно-политическим союзом, больше военным союзом, предназначенным для того, чтобы территории наших государств были коллективно и надежно защищены. Мы уверены в том, что те инициативы, которые Кыргызская республика вынесла для реализации на период председательствования в ОДКБ, они будут выполнены в полном объеме и принесут определенный результат, определенный плюс к развитию как в общем Организации договора о коллективной безопасности, так и наших вооруженных сил, которые мы представляем. Верховный суд сократил срок Садыру Джапарову на 1,5 года. Решение принято сегодня. Тем самым судебная коллегия изменила срок бывшему нардепу с 11,5 лет до 10. Напомним, экс-депутата Джигуркинеша Садыра Джапарова судили по статье «Захват заложника». Адвокаты в связи со вступлением в силу новых редакций Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов требовали максимально сократить срок. Какими будут следующие выборы в парламент и местные кинеши? Удастся ли избежать подкупа и массовой миграции избирателей с одного участка на другой? Очередной законопроект о выборах рассмотрел сегодня Комитет парламента по конституционному законодательству, госустройству и судебно-правовым вопросам. В его разработке приняли участие члены рабочей группы, в которую вошли сотрудники аппарата президента, Центра избиркома, эксперты по выборному законодательству и 20 депутатов из разных фракций.
Главной нормой законопроекта является запрет на внесение изменений в выборное законодательство менее чем за год до выборов. Депутаты расценили это как ограничение их прав как законодателей. Не поняли нардепы и способы наказания за привлечение админресурса и каким образом ЦИК намерена выяснять наличие двойного гражданства у кандидатов. Исходя из формулировки «декларация», все снова будет строиться на честном слове, заключили в комитете. Елена Яковлева продолжит. Этот проект закона, представленный членом Комитета по конституционному законодательству и госустройству, третий, а может уже и четвертый, которым предлагается внести поправки в выборное законодательство. Авторство в нем установить практически невозможно, ведь в списке порядка 20 депутатов. Рабочая группа от аппарата президента, Центр избиркома, экспертные группы. Сегодня концепция закона поступила на первое чтение. Ключевыми его позициями значится создание улучшенных условий получения информации и способов голосования для ЛОВЗ и тех граждан, что находятся за границей. Из требований к кандидатам они должны иметь общее среднее образование, быть несудимыми за тяжкие преступления. Снятие и погашение судимости ситуацию не изменит. По вопросу с двойным гражданством есть два предложения. Либо прилагать декларацию, либо письменно соглашаться на сбор персональных данных о кандидате. Но и главное, документ закрепляет ограничения на внесение изменений в выборное законодательство. Никаких поправок за год до голосования, то есть до 2020 года. Мало того, что депутаты не могли понять, кто в итоге автор законодательной инициативы этого документа, так еще и непонятным осталось, на каком основании вводится этот запрет. Здесь говорится, что перед выборами за год в выборное законодательство не должно вноситься никаких изменений. Но разве в Конституции есть такое положение? Нет его в других законах. Кто так решил? Со стороны ЦИК звучит предложение об ограничении до 2020 года. Но вообще-то Джогурку Кенеш решает, по какой системе какие выборы будут проходить. И за полгода, если надо будет, будут внесены изменения. Мой законопроект, например, 2 года уже ждет рассмотрения. А здесь, получается, на принятие несколько месяцев. Должен быть единый подход. Все законопроекты касательно избирательных процессов должны пройти до года, чтобы все участники выборных процессов, все субъекты знали правила игры. Иначе говоря, знали законы, которые прошли легитимно, прошли 3 чтения и подписаны президентом. Вот задержка, всякая задержка, которая произошла в 2016 году, задержки, были искусственные задержки. Я настаиваю на этом слове, на этом термине. Из-за этой искусственной задержки наши предложения по участию женщин в выборах местной Кенеши задержались. Депутаты мало на чем конкретном заострили внимание. Просто само по себе рассмотрение этого проекта отдельно от других, которых, как уже было сказано в парламенте, еще 3, смущало многих депутатов. С концепцией соглашались, но в то же время настаивали, что неплохо бы провести парламентские слушания, например. Или вовсе создать согласительную группу, которая бы сличила все 3 проекта, вывела идентичные предложения и отметила отличающиеся пункты. Никто искусственно не ставит препоны. Мы просто хотим, чтобы закон был качественный. Тем более, раз 3 разные группы есть, оказывается, инициируют. Вот вас здесь 25 человек, ну еще 15-20 человек добавится. Ну что здесь такое? Ничего страшного. Мы говорим о том, чтобы давайте создадим качественный закон. А то, что вы говорите, там, что, каждый месяц будем вносить изменения, надо будет, каждый месяц будем вносить. Жизнь же не стоит на месте, все же двигается. Но авторы настаивали, чтобы концепция была принята. Готовы учитывать все предложения и вносить их по ходу продвижения законопроекта в соответствии с регламентом в последующих чтениях. Но в документе все-таки катастрофически не хватало технических деталей. Та же спорная форма 2, согласно этому документу, не исключалась. Это разрешение, напомню, которое позволяет гражданам голосовать в других избирательных участках не по адресу их прописки. Однако многие депутаты припомнили случаи с прошлых выборов, когда недобросовестные кандидаты для получения нормы голосов в определенных ТИК устраивали подвозы проплаченных голосующих целыми автобусами. По форме 2. Как это будет работать? Снова жители одного Айлок-Муту будут голосовать в соседнем селе. Это проблема, о которой в комитетах и на палате после прошедших выборов много говорилось. Между селами расстояние 5 километров, а они форму 2 оформляют. Это общереспубликанская проблема. Не должны давать разрешение на голосование на другом участке внутри одного Айлок-Муту района. Бусиками и автобусами ведь родственников везли специально на определенные участки, чтобы они там поддержали своего кандидата. Я понимаю, когда человек из Баткена, Джалабада, а живет и работает по факту в столице. Как вы этого избежите?
Созданы новые условия на эти случаи. Во-первых, появился электронный формат формы 2. Для этого граждане на официальном портале ЦИК должны будут зарегистрироваться через кабинет избирателя. Каждый гражданин должен будет пройти обязательную процедуру аутентификации. Для тех, кто хочет внутри одного города, одного района, а Елок-Муту не на своем участке проголосовать, такого не будет. Это для внутренних мигрантов и тех, что за границей. Смутил вопрос возможной судимостью кандидатов. Правительство, например, дало заключение к проекту о том, чтобы лица, обвиненные в тяжких преступлениях, вообще не имели права быть избранными, даже если судимость погашена. Или другая беда наших кенешей – депутаты с двойным гражданством. Однако есть и положительная мысль в законопроекте о привлечении к ответственности за злоупотребление административным ресурсом. Вот только авторы так и не смогли объяснить, кого будут наказывать и каким образом – штрафом или лишением свободы. Зато некоторые парламентарии уже высказали свои предложения, которые готовы внести в качестве дополнений. Цифровизация военчо указывает это, турмату коллега. Мы должны помнить о том, что есть указ президента о цифровизации. Сегодня почти во всех школах проведен интернет. Технически сейчас возможно сделать так, чтобы осуществлялась идентификация по лицу. Чтобы человек зашел на участок, проголосовал и потом, где бы ни пытался еще раз проголосовать, система его бы не пропустила. Это будет возможно, если будет одна единая база данных. У нас ведь уже более 3 миллионов человек прошли биометрическую регистрацию. В России, например, на избирательных участках стоят камеры по всему периметру. И в режиме реального времени любой может наблюдать, что происходит как внутри участка, так и снаружи. Мы в фракции внесем предложение на этот счет. Впрочем, обсуждение законопроекта сегодня так и закончилось. Решение одобрить или не одобрить депутаты не приняли. К концу заседания председатель комитета Канат Кризбеков еще раз пересчитал всех присутствующих и заявил, что в комитете всего 6 членов и кворума нет. Елена Яковлева, Нурбек Капаров, НТС. Ужасное ДТП произошло на автодороге Бишкек-Ош. Столкнулись бензовоз и бус. Один из пассажиров скончался. Пострадавших доставили в Центр общей врачебной практики Шамал-Десай. Один из них отправлен на амбулаторное лечение, второй подключен к аппарату искусственного дыхания. Еще одна женщина может говорить, но состояние ее средней тяжести. Состояние двух удовлетворительное. Судя по видео, которое появилось в соцсетях, это было лобовое столкновение. У автомобиля с огнеопасным грузом кабину вмяло до неузнаваемости. «Мерседес» от удара и вовсе разорвало на части. Причины ДТП выясняются, назначены экспертизы. Факт зарегистрирован в едином реестре. Водительская кабина в смятку. Грузовой бус и вовсе разорвало на части. Обломки разбросало по дороге на расстоянии в несколько десятков метров. Это кадры с места аварии на трассе Бишкек-Ош. ДТП произошло, говорят правоохранители, в 7 часу утра. Был ли бак бензовоза полон или пуст, пока не сообщается. Погиб один из 5 пассажиров «Мерседеса». Водитель бензовоза находится в тяжелом состоянии. Известно, что пострадало всего 6 человек. Примерно 6:30 утра по автодорога Бишкек-Ош на 473 километре зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие, столкновение 2 автомашин. Там 2 машины, грузовая автомашина бензовоз ДАФ и вторая автомашина Мерседес Гигант. Лобовое столкновение, в результате чего пострадал 5 человек, 1 человек погиб на месте происшествия. По данным дорожным транспортным происшествия, все соответствующие экспертизы назначены, ведется следственное действие. Состояние одного пострадавшего было настолько хорошим при таких обстоятельствах, что он отказался от госпитализации. Его забрали родственники. Таким образом, сейчас в хирургическом отделении больницы Шамал-Десая лежат 4 человек, пострадавших в этом ужасном ДТП. Врачи сейчас борются за жизнь одного из пострадавших, чье состояние самое тяжелое. Один крайне тяжелый, без сознания. Сейчас на аппаратном дыхании находится. Не удалось данные тоже уточнить, пока только фамилия и имя. Еще одна в возрасте 60 лет женщина, она более-менее средней тяжелой степени тяжести состояния, она в сознании, оказаны все необходимые меры первой помощи. И все остальные чувствуют себя уже
более-менее удовлетворительно. Установят ли на этом участке дороги камеры, пока еще неизвестно. Видеонаблюдение на трассе Бишкек-Ош установлено лишь на 3-м, 154-м и 160-м километрах. Другие регионы республики проект «Безопасный город» затронет чуть позже. Это, как говорилось ранее, Ош, Джалалабад, Балыкчи, Чолпон-Ата, Каракол, автодороги Ош-Карабалта, Балыкчи-Туругард и Балыкчи-Каракол. Только недавно в Госкомсвязи провели круглый стол с участием всех заинтересованных лиц. Присутствовали в том числе и компании, желающие реализовать второй этап проекта. Сроки 2019-2020 годы. Участки, где появятся камеры, еще неизвестны. Список пока уточняют. Как только завершат подготовительные работы, объявят тендер. Первый этап проекта, который затрагивает столицу, дорогу в аэропорт и Чуйскую область, должны полностью запустить 12 мая. Обещают успеть в срок, несмотря на то, что затянули с согласованием деталей проекта. Согласование документов немного задержалось, в связи с чем нужно было также в программное обеспечение вносить изменения в соответствии с перекрестками. Данная работа немного затянулась, поэтому сроки сдвинулись. Сейчас мы уже наладили всю работу, и все 52 скоростных рубежа, которые у нас есть, они запущены. Также 10 перекрестков по Бишкеку. 3 мая мы планируем также запустить 9 перекрестков по Бишкеку. Оставшиеся 19 перекрестков уже 12 мая будут работать. По плану проекта камерами оснастят 38 бишкекских перекрестка, 4 скоростных рубежа под мостами и 48 точек на трассах республиканского значения. В Бишкеке с февраля начали реализовывать проект «Безопасный город». Камеры установили еще не во всех местах, где задумали, но, отмечают в ГУБДД, количество ДТП уже снизилось на 37%, а пострадавших стало меньше почти наполовину. Камеры видеонаблюдения, говорят специалисты, дисциплинируют водителей. Они снижают скорость, тормозят переступлений и даже пропускают пешеходов, где это положено. Анастасия Соболева, Асхат Ибраимов, НТС. И еще одно видео ДТП появилось в соцсетях. Как сообщает автор записи, накануне в Бишкеке на пересечении улицы Льва Толстого и Термитчикова водитель «Лексуса» выехал на встречную полосу и сбил пешехода. Но не остановился и продолжил движение, продолжая нарушать ПДД. Как видно на кадрах, пострадавший сам смог встать и отойти на обочину дороги. Очевидцы обращаются к соответствующим органам с просьбой принять меры в отношении водителя. В исправительной колонии номер 1 во время обыска сотрудники ГСН обнаружили самодельный самогонный аппарат и сырье для изготовления алкогольного напитка. И это помимо десятков мобильных телефонов, электрических плит, фотоаппаратов и прочих, по сути, запрещенных в камере бытовых предметов. К слову, то, что отбывать срок наказания большинству заключенных приходится почти в домашней обстановке, замечали в обществе не раз. В соцсетях появлялись записи, где были показаны комнаты со всеми условиями или же щедро накрытыми столами. Тогда же сотрудники ГСН отметили, что обустраивать свою территорию осужденным не запрещается. Главное не переусердствовать. Однако в вопросе благоустройства тюремных камер для каждого заключенного эта самая мера, судя по всему, понятие более чем субъективное. Сабина Дамаскина, продолжите. Исправительное учреждение номер 1 в селе Молдавановка, что в Чуйской области, считается колонией строгого режима. Свое наказание там отбывают около 1000 человек, а за порядком следят по разным данным всего несколько сотен надзирателей. Один раз в несколько месяцев сотрудники Госслужбы исполнения наказаний проводят плановые работы по выявлению запрещенных предметов у заключенных в различных исправительных колониях. 400 сотрудников ГСН проводили обыск в исправительной колонии номер 1. По итогам у заключенных обнаружили 76 сотовых телефонов, 60 зарядных устройств для них, 4 сим-карты, 2 нерабочих фотоаппарата, 48 колюще-режущих предметов, 3 самодельных железных сейфа, 3 Wi-Fi роутера, 1 самогонный аппарат, 8 литров браги. Этот перечень запрещенки, как принято называть предметы вне реестра допустимых в наличии у осужденных, вовсе не самый внушительный и уж тем более не самый опасный, говорят эксперты. В разное время при проведении подобных обысков у заключенных изымали и мебель, и предметы роскоши, и даже обнаруживали самый настоящий схрон оружия. То, чем во время отбывания наказания пользуется заключенный и в каких условиях он будет исправляться, зависит от степени его привилегированности, ну и, собственно, от материального положения, говорят специалисты. Когда убили брата Ахмадбаева, депутата Тыныча Ахмадбаева, 4 ответственных работников, тогда в этой колонии нашли порядка 132
стволов автоматического оружия, пистолеты, боеприпасы к ним, несколько десятков килограммов героина, опиатов. Внутри зоны в то время нашли 2 автомобиля, на которых родственники возили ему горячую пищу, там докторов возили и так далее. У него была своя плантация марихуаны, и все это там процветало. Это заносят сами сотрудники. За каждый занос, он, допустим, за телефон занес, он получит 1000 сомов. Казалось бы, что говорить о наличии у заключенных мобильных телефонов или Wi-Fi роутеров на фоне таких находок, если бы не расследование, которое начали сотрудники Госслужбы исполнения наказаний. Теперь представителям этого ведомства предстоит выяснить, кто же все-таки пронес на территорию в почти 8 гектаров запрещенные предметы и каким образом удавалось использовать и скрывать от глаз надзирателей внушительных размеров установку – самодельный самогонный аппарат. По результатам служебных расследований будет выявление и наказаны, если задействованы там сотрудники, естественно. Если даже не сотрудник, будет наказан. В основном передают денежные средства. Бывают наркотические средства, спиртные напитки. В основном изымаются и передаются через КПП. На всю страну насчитывается 11 исправительных колоний, столько же колоний поселений и почти в половину меньше изоляторов временного содержания. С завидной периодичностью в СМИ появляется информация об условиях, в которых содержатся отдельные заключенные тех или иных тюрем. Так, несколько недель назад были опубликованы фотографии из камеры, в которой якобы отбывает срок наказания осужденный по обвинению в двойном убийстве с особой жестокостью Алмаз Сулайманов, более известный в криминальных кругах по прозвищу Лемонти. К слову, снято это в той же колонии в селе Молдавановка. На стенах обои обстановка максимально приближена к домашней. В распоряжении дорогой телевизор и мягкая уютная мебель. В таких условиях и срок заключения кажется короче, да и на путь исправления вставать приятнее. Однако сразу после публикации сотрудники ГСИН информацию опровергли и заявили, что это комната для свиданий осужденных с близкими. И подобных камер в исправительной колонии номер 1 – 3. Сабина Дамаскина, Урмат Мамбеталиев, НТС. Его талантом восхищались, игрой любовались, а для молодого поколения он навсегда останется примером для подражания. Страна простилась с известным актером, народным артистом Кыргызстана Сатыбалды Далбаевым. Его имя ассоциируют с целой культурной эпохой, с периодом становления кыргызского театрального искусства. Сатыбалды Далбаев вошел в историю в одном ряду с виднейшими представителями Золотого фонда отечественного театра и кино. Его не стало на 85-м году жизни. Церемония прощания с актером прошла на сцене Кыргызского драмтеатра, где он успел создать десятки образов по мотивам произведений всемирно известных авторов. Проститься с актером в Кыргызский драматический театр пришли коллеги, близкие, друзья и современники, которым посчастливилось быть свидетелями творческого взлета Сатыбалды Далбаева. Легендарная личность, талантливый артист. С этих слов начиналось выступление практически каждого присутствовавшего на панихиде. Своим актерским талантом Сатыбалды заслужил любовь и уважение публики. Зритель внимал его игре, его жесту и слову. И он это понимал, отчего еще лучше без устали оттачивал свое мастерство. Окончив последний курс института в 1957 году, он привез из Москвы в родной театр целый ряд впоследствии прославленных образов. Театрал с мировым именем, выпускник российского ГИТИСа Сатыбалды Далбаев полвека посвятил любимому делу, с успехом сыграв ведущие роли в спектаклях по произведениям мировых и отечественных классиков. Пожалуй, ни одна популярная театральная постановка в 70-е и 80-е годы не обходилась без его участия. Наряду с безмерным мастерством и профессионализмом, с которым Сатыбалды Далбаевич подходил к каждой своей работе, соратники отмечают его безукоризненную честность, острый ум и особенную дипломатичность. Далбаев был кыргыз театрным. Уникальность творчества чувствовалась во всех без исключения работах Сатыбалды Далбаева. За что бы ни брался, получалось настолько филигранно и точно, что начинал по-настоящему верить его герою. Кыргызский театр потерял виднейшего своего представителя, но его наследие будет продолжать жить.
Имя Сатыбалды Далбаева вписано в историю театра и кино вместе с другими представителями Золотого фонда отечественной культуры и искусства. Болот Шамшиев, Джамал Сейдакматова, Мар Байджиев. Образами, созданными Сатыбалды Далбаевым на сцене, восхищались даже бывалые мэтры. Доподлинно реалистичные и эмоциональные роли, будь то драматичные или комедийные, сегодня настольная книга и для молодого поколения, ступающего на театральное поприще. Для всех он останется народным артистом. К слову, этого звания актер был удостоен в возрасте 40 лет. Во время учебы в музыкальной школе нас всегда водили в театр. Там я и увидел впервые его игру. Он мог перевоплощаться в самые разнообразные роли. Играл на сцене Ленина. Подобные роли позволялись и доверялись только избранным. Вот таким он и был. Ответственный, знающий свое дело и безгранично талантливый. В этом театре или на Рынском всюду есть его поклонники, ценители творчества, все, кто были с ним на одной волне. Мы все, коллеги и товарищи, те, кто поддерживал общение до последних дней жизни или был знаком лишь заочно, пришли проводить мастера в последний путь. Любимый народом актер, обладатель самых высоких званий в мире искусства и государственных наград, среди которых медаль Данг и орден Манаса третьей степени, ушел на 85-м году жизни. Как сообщается, после продолжительной болезни. Сатыбалды Далбаева похоронили на Аларчинском кладбище. Алексей Немашкал, Дастан Джолдошев, Владимир Кулбалдиев, НТС. И на этом у нас все. Мы следим за развитием событий. Эти и другие новости, вышедшие в эфире, смотрите, читайте на нашем сайте nts.kg. Оставайтесь с нами.